Переехал на новое место. Здесь возле дороги так оставлю. Ветерок поднимается, вообще здорово. Тут, короче, тоже волок идет. Новая вырубка. И вдоль этой вырубки поброжу. Рюкзак, наверное, тоже здесь оставлю. Он уже как бы стал увесистым. Немножко уже как бы килограммчик есть. И лишний груз с собой таскать не буду. Да, вот такие волока. Ветрище хорошее. Не знаю, проверим, посмотрим. Надеюсь, что-нибудь найдем. Тоже нам вот здесь оставлю. Рюкзак я имею в виду. Пакет взял. Если будет что там, можно и за рюкзаком прийти. Тут, в принципе, брусничные поля. Одна брусника тут. Ну, конечно, понятно, собирали, но может какой-то уголок найду хороший. Там, короче, прошел вдоль дороги, потом сюда повернул и вот столько нашел, ребята. Вообще. Все, я расстроен. Расстроен. Нету ягоды. Просто нету. Хотел туда еще сходить, но там болотистые места. Перехожу вот эту вырубку. Вот там еще гляну, проверю. Сперва здесь пройду. Потом по другой дороге до велосипеда. И может еще дальше съезжу. Ну, пока ничего не нахожу. Ничего нету. Там пустота. Не везде ягоды. Черника есть. Брусника вообще местами. Это уже получается третья остановка, третье место, где я ищу ягоды. Здесь еще круг такой сделал. Вот тут смотрите, какой яголь. Вроде и брусничные места тоже, но просто ягод нету. Пойду сейчас к велосипеду и, как сказать, немножко передохну. Очень жарко на улице. Там хлеб с огурцами съем, кофе попьем. И поеду я, знаете, не буду я время больше терять. Поеду я на вчерашнее место. Как ни крути, там я еще наберу хоть немножко. А здесь вообще их нету, ягод. Вообще. Иду впустую. Места хорошие, вообще шикарные. Туда дорога идет. Дальше там дорога к вырубкам. А может туда сходить? Тоже, блядь, далеко получается потом. Там, между прочим, ельник. Какой толк. Вспомнил. Точно, там же ельник место есть. Старая вырубка. И ельник. Может туда еще съезжу. Там сейчас, наверное, сухо. Дорога, в принципе, есть. Кругом развилка, можно потеряться даже. Белые грибы. Ну, две штуки я нашел грибов подосиновики. Так, как же быть-то? Тут тоже развилка. Велосипед у меня. А, вон. Вижу. Я уже там прошел круговую. Большой-большой круг. Везде, смотрите, сколько ездили тут тоже. И следы просто человеческие, не у зверей. Так. Давайте еще фиг с ним. Фиг с ним. Сейчас я еще отсюда. Развилка там, в общем, ельник и вырубка. Там еще гляну. Там будет тенек. Передохну. Если не будет, сразу стартанем и до вчерашнего дня. Ну, на вчерашнее место поедем. О, блядь, за час, наверное, на донышке, в комбайне. Вообще. Дело встало, блин. Прям колом стоит. Так, ладно.
Ладно, ладно. Сейчас здесь подъем. Может, зря туда я еду. Не поедешь, будешь думать, надо было съездить. Поедешь, ничего не найдешь, блядь, будешь раскаиваться, что поехал. Ну, раз такой день, в поисках будем искать. Так, поехали. Помчались. Ух. Между прочим, тут старая вырубка. Очень старая. Здесь тоже посмотреть. Здесь старые вырубки. Интересно, тут есть, нету тут. Ой. Или сразу поехать туда, вглубь. Что-то не вижу даже ягод. Хрен пойми. Обычно на старых вырубках много бывает ягод. Ох ты. Подъем. Дофига тут ездили, я смотрю. И на мотоциклах. Места-то хорошие.
где-нибудь здесь остановлюсь. И не. Основная доехал уже все. Что-то места вот очень уж хорошие. Сейчас гляну вот тут. Проверю. Потом уже туда сходим. Вышел на вырубку. Короче, куда я от велосипеда пошел, там вообще ничего нету. Здесь один комбайн как бы собрал, и вот еще второй. Ну, наконец-то хоть что-то, ребят. Там что-то вот волок идет. И это медведь. Так только медведь может сделать. Да. Искал. Короедов искал. Он разрушил тут все. Опасная штука медведь. Блядь, никак привыкнуть не могу. Хрен его знает, может где-то поблизости есть он. Такая вырубка после харвестера. Смотрите, какие пни. Отличается от ручной вырубки. Но все в подсаде. Лес хорошо начал выходить. Прям подсад елка. Я это и имел в виду. Здесь вот ельник там. Как бы здесь сосновый лес. А в той стороне как бы ельник. Ну, сорный лес тут. Но лес хорошо выходит. Это прям идеально. Даже не сажали тут ничего. Медведь-то есть. Медведь кругом. Медведи мерещится, блядь. Вот. В принципе, таких на старых вырубках капустников. Здесь поковыряюсь. Немного скажу вам, но уже надоело искать, менять места. Лучше потихоньку, помаленьку, чем, блядь, пустую ходить. Уже, наверное, 2 часа. Ну да, где-то примерно 2 часа в холостую ходил. Вон, брусничка такая. Сейчас покажу. Видите? Вообще классная. Спелая сейчас. Вообще спелая она. Хорошая. Только собирай. Ладно, сейчас еще один комбайн соберу. Потом сходим к велосипеду. Или может на велосипеде сюда я подъеду. И тут буду ковыряться. Может в ту сторону сходим. Или же в эту. В общем, посмотрим, что тут есть. Ребят, такая находка у меня. Ни разу в жизни, ни разу, уже 48 лет мне. Блин, больше 30 лет, наверное, хожу по тайге. И первый раз я увидел вот это. Это огроменный камень. Просто на земле. Никогда в жизни. Метеорит, наверное, упал когда-то. Капец. Откуда он появился? Откуда этот камень? Вот загадка. Капец. Большой-большой камень. Здоровый. Вот это да. Просто, ребят, у нас камней вообще нету. Вообще. Это первый раз я встретил вот так. Просто вот. Он просто оброс мхом. Может, когда-то тоже раньше уже здесь вырубали лес, может быть. Может, в то время уже этот камень как-то они поднимали. Люди. Просто так он не появился здесь. Но такой булыжник, блин, первый раз я вижу. Никогда в жизни, никогда. Вот это да. Где я живу, вот, дед построил это дом большой. И вот на таких булыжниках 2 раза, 3 раза больше даже камни в углах. Вот на таких булыжниках и целый дом там стоит наш. И это тоже вот первый раз увидел. Странно. Странно, интересно. И первый раз такой увидел. И вот я смотрю на этот камень. Вот. Вроде на вид. Не скажу, что он такой очень... Ну, если взять вот где-то сахарный песок, для примера, сахарный мешок 50 килограммовый, 2 мешка
Вот 2 мешка положите и с размером 2 мешков вот этот булыжник. И вот я смотрю, и сейчас вот тоже видео пересматриваю, смотрю вот про строительство пирамиды. Там, блин, 2-тонновые такие камни поднимали 2 миллиона штук примерно. На одну пирамиду уходило. И вот как люди трудились, там поднимали вот это все. Вот этот булыжник, вот попробуй его сдвинуть с места в одиночку. Нелегко. С какими-то приспособами, может, еще как-то удастся. Но вручную просто голыми руками это не сдвинуть с места. Приятная находка. И знаете, вот где вот человек живет, вот южнее от нас, ну или в сторону Урала, вот там уже камни у нас как бы Коми тоже к Уралу близко, и там уже каменистые места, гористые места. Там этих камней может и везде кругом. Но у нас просто их нету вообще. Вообще, и я нашел первый камень такой огромный, большой. Он будет еще здесь лежать 1000 лет. Никто за ним не придет, не приедет. Он, конечно же, никому он не нужен. Но было приятно посмотреть и увидеть. Вот так. Человек на мотоцикле едет. На езжаке. Васька, что ли, это? Кто это может быть? По вырубке, наверное, поедет дальше. Ну да. Не узнал, кто это. На езжаке поехал. Там дорога по вырубке, посередине вырубки идет. Ни разу туда не ездил, не ходил. Я вообще здесь ковыряюсь. 3 гриба нашел. Вот. 3. Здесь еще немножко пособираю. Я уже надоело мне искать. Тут поковыряюсь. Запарился. На солнце вообще тепло. Вот смотрите, дорога, по которой мотоцикл поехал. У меня велосипед вон там стояла. Почти. Вот за теми соснами, в общем. Где вот песок, горка поднимается. Сейчас перегнал вот сюда. Здесь поставил. Здесь у меня будет небольшой привал. Передохнем, отдохнем. Кофе попьем. Огурчики, хлеб. Все это дело. Сейчас посмотрим, сколько у меня брусники набралось в пакете. Пересыпать надо. И я не знаю дальше собирать или нет. В принципе, я уже достаточно набрал. Тут еще можно поковыряться, а чтобы куда-то еще идти нет. Здесь вроде как просека он идет. А здесь тупик. Непонятно. А здесь прям видно, что просека. Или средняя кварталка, не чищенная. Вот так идет. Так, подожди. Вот тут должна идти. Вот. Короче, непонятно. Здесь в этих местах ориентира особо у меня нету. Я здесь практически не ходил. Вот зимой до сюда ходил. Вам снимал видео по первому снегу. За косачами там смотрел. И туда дальше не ездил. Куда дорога ведет? Посмотрим в другой раз. Мне самому интересно. Может, как-нибудь здесь поохотимся. Сейчас покажу улов, какой у меня. Получается, тут у меня 3 гриба, и еще 3 нашел. 6 штук. Блин, чуть-чуть маловато. Еще бы пару штук. Вообще было бы здорово, конечно. Сейчас бруснику надо высыпать. Мелкая тут, но вкусная. Мелкая, но вкусная. Это точно наполнится. Все, хватит, потому что крышка потом плохо закрывается.
Да. Вполне достаточно. Вообще отлично закрылась. Остальное куда-нибудь сюда надо высыпать. Фу. Или в пакете так. Может даже пакетом. Здесь так и... Угу. Я на этой посудой дальше буду собирать. Вот. Так, здесь пакета не буду высыпать там. Оставлю там. Ну все, обедаем. Будем обедать. А, вот еще, ребят. Смотрите, целый ковш у меня. Я и забыл про этот. Хорошо. Хорошо. Значит, у нас примерно уже где-то 5-6 литров есть. Чищенных 5-6 литров будет. Вообще здорово. Кивичек, конечно. Не знаю, свалится камера или нет. Но ветром будет шатать немножко. Чуть. Да, жалко, конечно, что консервы не взял, ребят. Вот сейчас помню и вспомнил, и так захотелось мне эти консервы. Рыбные консервы, которые подписчик отправил мне. Как так? Просто не знаю. Вегетарианская пища. Когда из дома выходил, кушать не хотелось. Вот и ничего на ум не приходит, чтобы взять с собой вот. А про эти консервы вообще, сухпайки, я вообще забыл. И самое главное, не думал, что так долго я буду ходить. Если надо есть резко, все, закончу 10 часов 20 минут. Получается 6 часов уже. Угу. Ну, короче, показал я, какой у меня обед на природе. Что за волок тут? Не просека. Старая заброшенная, она средняя просека. Подожди, средняя. Юг здесь. Да ни хрена это не средняя. Если средняя, она должна вот так идти. Сейчас солнце повернет где-то вот юг, вон там, в той стороне. Здесь вот именно вот тут должна юг-север просека проходить. А это вообще, не знаю, старинные зачески какие-то. Наверное, какой-то волок был. Все, короче, обедаю. Дальше. Вроде нашел бруснику. Местами есть тут. Конечно, неудобно собирать в завалах, но лучше тут поковыряться, чем ходить. Прошелся вот уже примерно вот, я не знаю сколько. Здесь кругом вот такие завалы. Ну, один комбайн уже набрал. Очень вкусное, между прочим, солнце попадает, дневное солнце. Он хорошо созрел, эта брусника здесь. Ну, только вот труднодоступное место. Вот. После чаепития первый комбайн надо в тенек куда-нибудь поставить. Но я вам скажу, что мне сейчас вообще после обеда раз хотелось все это дело, сбор ягод, просто не хочется. Жестко греет солнце, прям
жарко. Я в трико. Представляете? Потому что с утра было прохладно, туман. И на велосипеде, на велике ехать. Ну, знаете, прохладно ехать. А днем сейчас потом перебор жарко. Видите, как неудобно, блин. Везде вот эти шишки, сучья. Ну, потихоньку, потихоньку. Да не потихоньку, а здесь вообще здорово собирать. В принципе, он есть. Пару комбайнов, если наберу, и вообще было бы хорошо. 10 литров, конечно, тут я не наберу, но хоть что-то есть. Вроде и не гнилая. Вчера хуже было. Вчера урожай был хуже. Ну так, почистил. Почистил, все здорово. Вот так вот собираем. Смотрите, какие пни. Вековые. 2, 3, 10. В общем, тут, видать, в свое время тоже вырубали уже лес. И то, что я показывал, похоже на просеку, это, наверное, какая-то трасса там небольшая, Волок был. Потому что везде кругом пни. Там свежая вырубка, вон. А здесь старые пни. Может, послевоенных времен даже это. Все, брусника закончилась. Одна такая небольшая кучка. Там пособирал. И все. Опять искать. О, следы лоща вон. Вижу. Лощ прошел. Да у них сейчас гон. Сейчас они, блядь, по 100 километров в день проходят. Ищут самку. Ой. Да, наверное, мне начинает вот это еще надоедать. Очень сильно даже. Местами есть, потом идешь, опять ничего нету. Ладно, поковыряюсь, еще этот комбайн соберу. Нафиг. Пойду обратно. Вот здесь пособираю. Вроде тут он наберется. Комбайнчик. Я не знаю, как правильно называется. Я комбайном называю. Кто как. Кому надо, поймут. Кому надо, исправят там. Исправлять умеют, любят. О. Вроде там тоже есть. Мелкая тут вообще. О. Ой, не уважаем мы такую бруснику. Такую мелкую. Вообще. Никуда не годится такая. Канава пустая, воды вообще нету. Вырыта канава, между прочим. Магистральный Волок, оказывается, здесь идет. Вот. Поэтому они насыпь подняли. Да-да-да, вот трасса идет. Волок. Угу. Ну, блин, вкусная брусника. Чего-чего, мелко, но вкусно. Где-то половина уже. Через силу собираю. Насильно. Интерес потерял. Вообще не хочется. Потому что больше не надо. Вот поэтому, наверное, так дело идет. А хотя я бруснику нашел, наконец-то. Здесь такая поляна была, вообще здорово. Это 2 комбайна собрал. Буквально быстро-быстро.
Уже второй раз здесь прохожу. Остается все равно. Везде она есть. Полдня искал. А сейчас уже нашел и интереса нету. Как бывает. Там, короче, про Волок сказал, вот здесь Волок идет, магистральная дорога, и там, оказывается, еще делянка. Вот делянка большая. И еще поворачивает, вон там еще шахматным порядком вырубали лес. Вот, хочется еще туда сходить, просто прогуляться, посмотреть. Надоела эта брусника уже, все, не лезет уже. Ой. Так, и комбайн что-то у меня здесь, надеюсь, видно. Здесь поломка небольшая, жестянка. Заклепать надо заклепочником, отремонтировать. Сразу не затягивая, сегодня или завтра этим займусь. Потому что если я на будущий год оставлю, то это 100% я забуду. Надо сразу сделать. Да, давайте я сейчас еще схожу, прогуляюсь. Просто так. И буду выходить. Нафиг, надоело. Вижу тут яголевый такой пруд. Холмик. Да, делянка нормально. Не маленькая. Харвастером тоже стригли тут. Смотрите, яголь. Я здесь не был еще, вот поэтому интересно посмотреть. Ух ты. Да тут яголь. Похоже, что вот сюда магистраль идет. Вон там площадка была, где вот трава вышла. И вроде или делянка туда дальше на поворот идет. Или же получается дорога идет. Или же делянка там просто магистральная дальше. Когда вот эти пеньки оставляют человеческий рост. Что за фигня тут, блядь? Мы когда ручным, пилой, бензопилой лес валили, придирались ко всему. Короче, пень режешь. Вот, например, вот, к примеру, вот так, если пень торчит, вот, где-то сантиметров 20, наверное, торчит. Это уже со спутника фотографирует и показывает, это уже нарушение. Потом мы в определенный день весной мы ходили в тайгу и вот проходили всю делянку, вот такие пни, если находили, еще ниже резали, вот такие чурки. Представляете? Двойную работу. А сейчас вот так. Так можно, ручным нельзя. Просто обидно, блин. Капец. Ничего не осталось от тайги. Тайга ушла, увезли. Ладно, увезли, фиг с ним. Так. Тут, короче, брусники нету. Совсем нету. Вот где у меня сейчас канистра, там еще поковыряюсь, что возможно, и будем выходить. Шабаш. Все. Я думал, тут сплошняком тут брусника, да нифига. Ничего тут нет. Есть там чуть-чуть, но это не считается. Это не считается, ребят. Но если сравнить, через что я сегодня прошел, где искал бруснику, если бы сюда сразу дошел, я бы давно уже домой поехал. Потому что местами вот такая красота. Видите?
Вот, там возле канистры то же самое попадало. Вот. Надеюсь, видите. Просто офигеть как много. И вот здесь вот, просто сидя, я здесь комбайн наберу. Если наберу, я буду выходить больше туда. Не остановлюсь. Надоело. Видите? И не мелкая. Вот так набирает. Вот. Видишь, сколько ягод сразу набирается. Много. Офигище. Короче, еще один комбайн набрал. Иду к велосипеду, к велику. Тут на каракатах видно гоняли. Лиса прошла. Дорога хорошая, можно на УАЗике поездить тут. Фу. Перекур. Сейчас допью я кофе. Подостыну немножко и поедем обратно. Сейчас покажу, вот сколько набрал. Ну вот так вот. Где-то примерно, ну, если канистра 10 литров, где-то 5 литров тут есть. 5 литров. 10 килограмм написано. Но все равно литра 4-5 тут будет. Вот. Хорошая вкусная брусника. Неплохая, вот там вкусная была. Все, я, в общем, сбор ягод, брусники, наверное, думаю, закончил. Больше за брусникой вряд ли приеду. Нам это хватит для семьи. Собрал, заморозил, это уже повезет в Сыктывкар родственникам, матери, и больше не надо. Вот. Может, еще сгоняю за черникой, там недалеко от села, ну, примерно, наверное, 5 километров. Нашел хорошую поляну черники. Туда, может, пешком еще схожу. На следующей неделе. Вот. А сегодня все. Давайте сейчас быстро кофе попью и поедем обратно. Надо охладиться. На велосипеде все равно немножко прохладнее. Тут ручей не очень хороший через кустарники, а в остальном дорога вообще здорово. Подъем будет, в 2 местах, наверное, придется мне пешком идти. Вот. Спасибо, тайга. Что я еще могу сказать? Большое спасибо за бруснику, за ягоды. К сожалению, грибов чуть-чуть маловато. Отвезу домой, там, не знаю, что-то приготовили из него или нет. Можно с картошкой пожарить. Чуть-чуть добавлю бензина. Не знаю, может, чуть-чуть не хватит. Все. Чтобы просто по пути не закончился топливо. Все. Остановка, перекур. Немножко трясет, рюкзак тянет, плечам тяжело. Всем надо такой багажник, чтобы вот этот тяжелый рюкзак просто на багажнике. Но и тоже, если на багажник он скачет, там будет ягоды, грибы мнутся. А, я не знаю. И там плохо, и на плече тоже не очень хорошо. А так едет нормально. Вообще здорово. В 2 местах еле-еле проехал, там большой песок. Везде, где не может, там сразу вот слышно, как двигатель, но нагрузка, как услышу нагрузку, я начинаю педалем крутить и помогать. Во, техника, во. Вот сезон я уже обкатал нормально. Обкатка проходит. Это масло, бензин, топливо там у меня 1,5 литра, которое 1,5 литра, он еще, наверное, 5 раз больше масла в бензине, 5 раз больше нормы. И
Сейчас еще это истрачу, да, и уже нормально бензин, топливо буду. Ну, 1,25 или, скажем, 100 миллилитров на 5 литров вот так разбавлять буду. Сейчас он просто затыхается от перебора масла, но и тоже самое он как бы притирается двигатель. Не, ребят, я вообще нисколечко не жалею, вообще не жалею, что я это купил, и мне это дает удовольствие. Он дешевый, экономичный, легкий. Мне не надо за 100 тысяч мотоцикл, чтобы 2 раза в лес выходить, и он просто будет целую зиму там стоять. Надо просто рассчитать свои финансы и свои вот нужды. Вот мне это вполне достаточно. Дорогую технику мне просто не хочется. Тем более каракаты. Куда на каракаде я поеду? Чтобы там 10 литров брусника собирать и 350 тысяч платить. Да нафига там не надо. Разрядился аккумулятор. Я хотел сказать, вот мой выбор. Вот мой выбор. Также из техники, вот что я купил зимой, вот мотособаку. Это мой отличный выбор тоже. Жду не дождусь первый снег, когда я на нем буду кататься. Сейчас пока на нем гоняю. Потому что заречье тоже проблематично. Ну, можно на УАЗике переходить, но зачем? Зачем? Я от этого выгоды не вижу, чтобы на УАЗике вот за брусникой ездить. Я только вижу, это я останусь в минусе. Сожгу топливо и все. Комфорт в кабине только и ничего другого. Еще хочется мне по этой дороге, может, на этом велике, за этот сезон, может, еще какой-то поход будет, но один раз хочется еще с ружьем на нем прокатиться по этой дороге просто. Вот. Ехать, чтобы вот кого-то увидеть, там, подойти, там, добыть. И все. Потом уже буду закрывать сезон. А может, и это последний поход в этом сезоне, не знаю пока. Все увидите, посмотрите. Как сказать, последний. Мне надо еще на болото сходить косить траву. Но там багажник прикреплен. Может, на другом велосипеде поеду. Точно. Поход еще шалаш меня ждет. Ладно, сейчас я буду отдыхать. Буквально еще 10 минут посижу. В горле пересохло, уже хочется пить. Воды не осталось. Везде, нигде воды даже нигде набрать. Все высохло, ручей нету. Болото сухое. Даже река стала совсем мелкая. Не знаю, когда осадки будут. Вот. А снимать уже больше. Ну там уже, здесь уже я пару раз вам показывал этот путь дороги. Больше сейчас уже снимать не стану. Если будет какой-то супер интересный момент, включусь. А так, давайте, до новых встреч, до новых видео. Я сейчас отдохну и дальше в путь. Также поеду до реки, переправлюсь. Сегодня я этот велосипед я здесь оставлять не стану. Поедет домой. Потому что я просто не знаю, когда следующий поход будет. А как будет, все будет. Вы все посмотрите, увидите. Давайте. До новых встреч, до новых походов. Вообще, удачный поход у меня сегодня. Набрал нужное количество брусники. Достаточно. Все, хватит. Спасибо, тайга. Пока-пока.